башни, вот сколько их у нас было. В Ингушетии их 150 известно, да, в Чечне их, допустим, 67. Я боевых, я не говорю о других башнях, есть полубоевые там и так далее. Я о боевых башнях говорю. В Сванете около 200, но они говорят 250. Да, ну, я в Осетии остановился на 1000. Остановился на 1000. Понимаете, в чем дело? Но в отличие от тех башен, у нас все башни разрушены. И вот одно из предназначений башни, которые только у Остин были, не у другого на Кавказе, это их сакральное предназначение. Вот в нардском эпосе есть момент, когда Нартешатана, спасая, помогая своему мужу, Урызмагу, который не хочет идти в поход с его сыном Лапыма, решила ему помочь, поднимается на, там написано так, Авдам Аттагвалама, 7-й я. Аттагвала — это открытый этаж, 7-й этаж. Эртамыдама с 3 пирогами из меда, с медом, Амаронгима с ронгом, и молится Богу, чтобы снег вывалил столько, как вот в течение года вываливает. Да. Потом все время, пока он в походе, она стоит там и молится и следит за ним. То есть, что раскрывается? Предназначение вот этого этажа в этих башнях для Остин – это святилище. И притом не просто святилище, а святилище женское, общины Жуар. Ущемления женщин никогда не было, вы хотите сказать, да? Если вот так взять теперь, да, то женских святилищ получается многократно, не просто больше, многократно больше, чем мужских святилищ. Ну, мне цель была какая? Показать, что мы на Кавказе еще задолго до монголов были. Не как нам внушили, что нас загнали сюда, а мы здесь жили всегда. И мы совсем не пришли, как не автохтонный народ, как нас называют. Генетика уже показала, что мы местный народ, кавказский народ, нам здесь происходит. Но более того, археологи давно уже видят, что между кубанской архитектурой, да, символикой, орнаментикой и аланской нету разницы. Она продолжение одно другого. Мы здесь, мы у себя дома. Мы всегда были здесь дома. Мы всегда. Более того, Южная Осетия, это в первую очередь касается. Мы всегда привыкли, что туда начали переселяться из Северной Осетии. Да, когда переизбыток населения было. Ложь, это обман. Я знаю села, которые в позднее Средневековье, после аланского периода, не возродились. То есть они как разрушенные были села, так и остались разрушенными, не возродились. То есть переизбытка населения не было. Нет, это был просто возврат своих утерянных территорий после катастрофы. Вот собрались в одном месте, закрепились, выжили, восстановились и начали возвращаться в свои бывшие когда-то места. Вот так происходил процесс возрождения наших земель.